В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Тяжелая зима предстоит аграриям Амгинского района. От лесных пожаров сгорело порядка 700 тонн сена. Газ проведут в 30 населенных пунктах западных и южных районов Якутии до 2030 года. Строительство многопрофильной гимназии полным ходом идет в поселке Хандага Тампотского района. Двухэтажное здание будет рассчитано на 220 учащихся. «97 случаев коронавируса зарегистрировали в Якутии за минувшие сутки. Как сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина, 58 из них выявлены в Якутске. В Мегино-Кангаласском 6, в Мирнинском, Нерюнгринском и Усть-Алданском по 4, в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском районах по 3, в Горном и Жиганском по 2, в Абыйском и Булунском районах по 1 случаю. Столичные случаи чаще связаны с внутрисемейными контактами. Кроме них, большая часть инфицированных приходится на внутрикорпоративные контакты. Между правительством, работодателями и профсоюзами была достигнута договоренность о том, что работодатели все отвечают и, соответственно, принимают меры по санитарно-эпидемиологическому благополучию в коллективах. Ситуация, которая возникла вчера непосредственно у нас с компанией «Алроса», показывает на то, что это именно та ситуация, при которой компания в полном объеме является социально ответственной, предприняла все меры и выявила и не дала возможности дальнейшего распространения возможной массовой вспышки на предприятии. Именно такой подход, он должен быть у всех работодателей для того, чтобы они применяли превентивные меры. Дополнительные инфекционные койки открывают в сельских медучреждениях Якутии. По словам Ольги Балабкиной, единичные случаи регистрируются практически в каждом районе. На сегодня во всех центральных районных больницах работают инфекционные стационары. Особое внимание уделено ситуации с коронавирусом в селе Усть-Тата Татинского района, где из-за одного прибывшего человека возникла группа семейных очагов. На месте принимаются все необходимые меры для недопущения распространения заболевания, а также оказания медицинской помощи пациентам. Аграрии Амгинского района прогнозируют тяжелую зиму. От лесных пожаров сгорело более 700 тонн сена. Это корма 17 хозяйств. Большой ущерб у фермеров Самарсунского наслега. Там сгорело 334 тонны корма, из них 60 пришлось на хозяйство Матрёны Федоровой, оставив агрария ни с чем. Фермер занимается разведением крупного рогатого скота с 2016 года. Получила грант, построила ферму, держит 48 голов. Сейчас администрация Самарсунского наслега выделила 100 тысяч рублей из местного бюджета пострадавшим от пожара хозяйствам. Также идут переговоры по доставке сена близлежащих наслегов. В свою очередь, администрация Амгинского района тоже намерена поддержать хозяйство. Подана заявка в региональный Минсельхоз. В Хангаласском районе выявили факт нарушения закона о занятости. В ходе проверки выяснилось, что в июле этого года работникам автотранспортного предприятия МЭУПАТ вручили уведомление о предстоящем сокращении и предложили другие должности. Вместе с тем работодатель о предстоящем сокращении штата уведомил орган занятости населения по Хангаласскому району только через месяц после. В результате чего работников лишили права на своевременную организацию занятости в случае увольнения. В текущем году прокуратурой района была проведена проверка на предприятии МУП ПТП. Был установлен факт, что как раз в нарушении закона о занятости населения работодатель в установленные сроки не уведомил орган занятости о предстоящем сокращении и изменении штатной численности. В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства, а именно директора МУП ПТП, было приняты меры прокурорского реагирования, а именно внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по которому виновные лица были привлечены к ответственности. Кроме того, возбуждено административное производство по статье 19.7 КАП Российской Федерации с назначением наказания в виде предупреждения. Площадь всех выданных дальневосточных гектаров сопоставима с размером Самары. Более 85,5 тысяч человек получили участки по федеральной программе. Общая площадь 60 тысяч гектаров. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, чаще всего участки используют для строительства жилья – почти 43%. Занятия фермерством – около 37%, бизнесом – 10% и для реализации туристических проектов – 7%. По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более 100 новых населенных пунктов в макрорегионе.
С рабочим визитом в Якутию прибыл председатель Комитета Государственной Думы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В рамках поездки он посетил несколько мест. Одним из них стала территория Арктического государственного агротехнологического университета. Также в формате видеоконференц-связи провели совещания по вопросам совершенствования законодательства в области природных ресурсов и земельных отношений. Затронули и тему отношения местных жителей и властей с водопользователями. Это вопросы и лесного хозяйства, потому что до сих пор, к сожалению, не решены вопросы финансирования, соответствующего, адекватного финансирования лесного хозяйства. Это вопросы охраны лесов, отмены зон контроля, потому что мы получали еще в прошлом году обещание Рослесхоза отменить, да, но до сих пор порядка 400 населенных пунктов находятся в зонах контроля, и большая часть этого количества – это как раз Республика Саха-Якутия. Сегодня по итогам экстремального путешествия в Якутске участники проекта «Экспедиция на остров Бенето» поделилась подробностями и впечатлениями от поездки. Остров Бенето – это самый северный кусочек Булунского района в Северном Ледовитом океане. Единственный в мире остров, который открыли пешком, некогда экипаж американских полярников. Старт экспедиции якутского отделения Русского географического общества был дан еще летом 29 июля. И лишь 28 августа команда вернулась в Якутск. Экспедиция проделала весь путь по маршруту Якутск, Тикси, Святой Нос, остров Бенето на надувном катамаране «Кочевник» с подвесным мотором. По словам экспедиторов, такой транспорт идеально подходит для труднодоступного севера. Про сам катамаран мы не сказали. Это новый вид транспорта, можно сказать. Это не надувная резиновая лодка, как все вот представляют, а такое транспортное средство, которое у нас вообще не хватает в северных районах, ну даже в центральных сказать. Потому что, имея такой же мотор, как подвесной лодки, она может перевозить там трактор, например, на сенокос, перевезти там на остров, это не вызывать там пароход какой-то, надул, перевез. То же самое можно сказать и по северам. Газ проведут в 30 населенных пунктов западных и южных районов Якутии до 2030 года. Работы проведут в рамках соглашения с ПАО «Газпром» по программе развития газоснабжения и газификации. Об этом сообщил замминистра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин в ходе прямого эфира в социальных сетях. По его словам, в планах продлить соглашение с ПАО «Газпром» до 2030 года. Газификация потребует порядка 13 миллиардов рублей. «Газпром» направит 9 миллиардов, из бюджета республики на эти цели выделят около 4. До 2025 года газ проведут в 21 населенном пункте. 3 в Ленском, 10 в Алекминском, 6 в Алданском, 2 в Нерюнгринском районах. Строительство многопрофильной гимназии полным ходом идет в поселке Хандыга Тампонского района. Двухэтажное здание будет рассчитано на 220 учащихся. Срок сдачи объекта – 20 ноября. Мария Винокурова узнала, на какой стадии возведения и успеют ли строители в срок. Сегодня на объекте трудятся несколько строительных бригад, около полусотни рабочих. Параллельно ведутся работы как внутри здания, так и по благоустройству территории. Сейчас ведутся работы по благоустройству гимназии, укладки бетона, проездок площадок. Работают сварщики, в количестве 7 человек тоже варят опоры освещения. И в середине октября должны закончить работу по благоустройству. В самом здании основные работы закончены. Художники-оформители, дизайнеры справились с большим объемом работ по росписи стен в коридорах, рекреациях, классах, спортзале. В такой атмосфере красоты, уюта учащимся будет комфортно не только учиться, но и проводить свой досуг. В эти дни бригада из Таджикистана в количестве 17 человек завершает внутреннюю отделку стен и потолков. Вот основная работа все сделали. Вот осталось кафель, шпаклевка. Вот мы надеемся, чтобы вот к концу месяца вот это октября закончить. И тепло, уютно, чтобы дети придут в школу. С самого открытия гимназии дети были вынуждены учиться в 2 приспособленных зданиях, расположенных вдали друг от друга. Не было своей столовой, спортзала. В строящейся гимназии будут созданы все условия. Профильные классы с новейшим оборудованием, просторный зал, столовая, мастерские.
Наступающий год гимназия отметит в современном двухэтажном каменном здании. И это будет самый большой подарок от государства накануне нового 2021 года. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. Завершилась 27-я по счету международная олимпиада школьников Туймада. В этом году она прошла по математике и состоялась в дистанционном формате. Всего участие приняли более 100 школьников из 8 стран. Большим составом участвовали российские команды от Татарстана, Бурятии и, конечно же, Якутии. К слову, наш регион представили обучающиеся, прошедшие отборочный тур в учебно-тренировочных сборах Малой академии наук Якутии. Помимо решения сложнейших и занимательных задач, ребят ждала и культурно-развлекательная программа. По итогам соревнований абсолютными чемпионами стали ребята из Индонезии и Татарстана. Очень хорошо себя проявили ребята из команд Казахстана, Индонезии, Татарстана. И, соответственно, имеются ребята из Индонезии абсолютный победитель, из Татарстана тоже абсолютный победитель. Поэтому наши ребята тоже очень хорошо посоревновались. И, соответственно, результаты очень интересные. Проблемы, задачи были очень сложные в этом году, и ребята все получили большое удовольствие. В эти выходные в южных и центральных районах Якутии ожидается пасмурная снежная погода, что поспособствует образованию гололеда на дорогах. Также снег, сопровождающийся порывистым ветром, прогнозируют завтра на западе Якутии. В связи с этим ГУ МЧС России по республике рекомендует населению соблюдать правила безопасности. В ближайшие дни из-за северных циклонов синоптики обещают снегопад и на севере Якутии, а именно в Верхоянском и Кобяйском районах. На сегодняшний день снег лежит на севере Мирнинского, Валенёкском, Жиганском, Кобяйском, Горном и Верхоянском районах. Высота снега составляет от 1 до 12 сантиметров. С четверга атмосферные процессы перестраиваются на зимний лад. Ожидается понижение температурного режима. В выходные дни с выходом с южного циклона в южных и центральных районах ожидается пасмурная снежная погода. Установятся благоприятные условия для гололедицы. Будьте осторожны на дорогах. На этом пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих эфирах новостей.